Сам Господь на самом деле нам заповедал пост как некую меру победы над нашими страстями. Сам Господь постился в пустыне 40 дней, и почти по большому счету эти Великий пост это и есть как бы то, что Господь сам заложил. И мы с вами должны понимать, что до того, как Господь постился в пустыне, и вспоминать в конце кульминация, к нему приступает сатана, и он предлагает ему несколько искушений, да? «Поклонись мне, и эти камни сделаются хлебами, поклонись мне, и все царства мира и народы покорятся тебе, поклонись мне, и все богатство мира ляжет у твоих ног». Но Господь не склонился, и поэтому сатана был побежден. И до этого поста сатана никогда не имел победы в этом мире. Все страсти кипели, как в котле. Постоянные войны, убийства, разного рода пороки процветали просто. А Господь приносит совершенно новые учения. Он говорит, что нужно все это отринуть, что только душа важна для нас, что только чистота веры, чистота тела, чистота собственного сознания может нам помочь приблизиться к божеству. Представьте себе. И вот мы, повторяя вслед за Христом этот пост, стараемся победить сатану, свои собственные грехи, страсти, потому что только они являются проявлениями. Когда они побеждают нас, тогда побеждает сатана. А когда мы побеждаем их с помощью поста, молитвы, вдумчивым, так сказать, прохождением этой святой Четыредесятницы, да, ну и вообще вдумчивой жизнью правильной, тогда мы побеждаем сатану. Вот что такое Великий пост, к чему мы с вами стремимся. Ну что ж, друзья, на этой ноте хочу сказать то, что нас Господь наделил правом выбора. Отец Георгий, ваше заключительное слово для наших зрителей и подписчиков в преддверии поста. Скоро грядет святая Четыредесятница, духовная весна. Главное проходить ее с радостью, не унынием, но явиться всегда с радостным лицом ко всем, кто нас окружает, проявить доброту и заботу, проявить молитвенный настрой в своей собственной душе и сердце и всегда помнить, что покаяние очищает душу от страстей. Хорошего поста, дорогие братья и сестры!